Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы опять погадаем с вами на отношения, но на такую тему, его реакция на расставание, то есть все уже завершено между вами, вы расстались. И вот какие чувства человек испытал в связи с этим расставанием и скучает ли он на сегодняшний день. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. То есть, если вы его нашли, оно для вас актуально прямо сейчас. Вот. Давайте посмотрим. Значит, первая карта будет такая, что ваши чувства сейчас к этому человеку. И дальше уже будем смотреть, а вот его реакция на расставание, да, и скучает ли он на сегодняшний день. То есть, что он чувствовал при самом расставании с вами, вот в момент самого расставания, да, что он чувствует сейчас вот по поводу расставания и вообще к вам, и скучает ли он. Вот. Может, хочет все вернуть, а может, нет. И будет ли возврат. Итак, первая карта – это ваши чувства к этому человеку. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали эту позицию, да, свою. Вот. Итак. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Его реакция на расставание. Скучает ли он, хочет ли все вернуть. Итак, первый камень, агат синий, и первая карта – это ваши чувства к этому человеку, 7 кубков. Ну, во-первых, может быть, вы не совсем понимаете свои чувства. Во-вторых, вы о нем думаете. Вы о нем мечтаете, вы к нему привязаны. То есть карта всегда показывает, ну, некую любовную эйфорию все-таки, да, привязку. Я всегда называю такую привязку черной привязкой, потому что она часто говорит о сильной губительной привязанности по отношению к человеку. Может быть такое, что он вас привораживал, потому что, ну, или она, потому что очень часто карта свидетельствует о приворотах. 7 кубков, она всегда показывает, что есть эйфория такая, есть сильная страсть, есть романтическая увлеченность, зависимость буквально. И, возможно, вы вот прям сутками за ним следите, мечтаете, да, вот. Ну, то есть, действительно, есть у вас такое вот прям ого-го. То есть, прям зависимы от этого человека целиком и полностью, и хотите его на самом-то деле, видимо, вернуть. Ну, или, по крайней мере, не знаете, как освободиться от этих губительных чувств. Хорошо, давайте посмотрим, что он сейчас к вам чувствует, этот человек. Паж Пентаклей. Ну, в принципе, показывает, что хотел бы пообщаться, на самом деле. Даже написать или позвонить, объявиться. И также тоже у него есть привязанность к вам, на самом деле. И есть сильное влечение к вам. Вот так. Хорошо. Как он реагировал, когда вы расстались? То есть внутри какие у него были ощущения от того, что вы расстались? Король мечей. Строгость такая, неприступность, непримиримость, сухость, холод, лед, жестокость. Состояние очень тяжелое. То есть, когда человек строг к себе, к другим, заблокировал свои чувства, заморозил. Сурово себя ведет. То есть, он вел себя в момент расставания жестоко и сурово, и так и чувствовал, что вот я должен это прекратить, или если это вы прекращали, то я справлюсь и возьму себя в руки. Вот он прям так думал в этот момент и чувствовал вот так. Холод. Холод, может быть, злость. Как он сейчас реагирует на расставание? Что он сейчас чувствует к этому расставанию и в момент этого расставания? 2 жезлов, да, 2 жезлов. Вот сейчас уже он как бы по-другому ощущает. То есть он еще пока, ну, не то, что вот он хотел бы с вами пообщаться, да, но еще не совсем готов к этому, да. И у него есть к вам привязанность и чувства, но он еще думает. То есть он готов дать шанс, но еще думает, как, планирует, как это сделать там, понимаете? Насколько он по вам скучает. Звезда, да, действительно скучает, у него есть, правда, вот такой момент, что он по вам скучает, да. И мечтает даже вот о вас. Ну, как бы правда есть такое. Вы его желание. И насколько у вас действительно продолжатся отношения.
шестерка пентаклей, извиняюсь. Да, могут продолжиться отношения, но это должны быть честные какие-то, вот, может быть, даже честные, серьезные отношения, что ли. Шанс на продолжение отношений прям по-серьезному есть. Но нужно время, потому что вот он, говорю, как бы так немножко завис, этот человек, ну, хотел бы с вами продолжать отношения, правда хотел бы. И у него есть именно к вам очень сильное влечение на сегодняшний день. Ну, вот такой ответ по самой первой позиции. Хорошо, мы идем к позиции номер 2. Горный хрусталь. И первая карта – это ваши чувства к этому человеку. 13-й аркан. Ну, все плохо. Все плохо, вы понимаете, что вы расстались, и что вам надо его отпустить. И, может быть, вы даже уже почти отпустили. Вы в кризисе. Может быть, чувства умерли, а может быть, знаете, такое, что просто вот момент вот этот чувство расставания, да, мол, ничего не вернешь, отчаяние, закрытость, вы закрыты в своих чувствах. Как будто бы назад дороги нет точно, вот так ощущение прям такое у вас, что пора начинать новую жизнь, назад дороги нет, но вы пока в моменте вот этого умирания чувств. Вот прям настолько все серьезно. То есть 13-й аркан, он действительно кардинальный. Вот у вас что-то кардинальное внутри прям надломилось, поменялось по отношению к этому человеку по сравнению с тем, что было раньше. Это даже не разочарование, это другое, это именно отмирание чувств идет. Что он на данный момент чувствует к вам? 8 кубков. Ну вот момент ухода. Знаете, вот я пошел навстречу к тому, чтобы искать свое счастье, или нашел свое счастье, да? Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я устала от какой-то ситуации в отношениях. Но эмоции еще тоже остались, и они вот так, знаете, плавно выходят из него. Ну да, тоже, да? Тоже так же. Раньше он был, кстати, доволен и удовлетворен отношениями, но потом понял, что вот он как будто не в своей тарелке, не в своей обстановке живет или находится. В момент расставания что этот человек чувствовал? Умеренность. А вы знаете, он как-то спокойно воспринимал саму обстановку расставания и вообще саму ситуацию расставания. И ощущал, даже, я бы сказала, воздержание внутри от лишних эмоций и равновесие какое-то внутри, что он исцеляется через момент расставания. Мол, это правильно, он считал. Это правильно, что мы расстаемся. Вот так прям считал. Интересно. А как он сейчас реагирует на расставание? Ну вот на сегодняшний день. 7 мечей. А тут такая реакция, что ему интересно, как вы живете. Он за вами следит и наблюдает, этот человек. Интересуется полностью всем, что происходит в вашей жизни, узнать хоть что-нибудь. И из-под-тишка прям наблюдает и узнает у других, может быть, информацию о вас. Но и тихонько, чтобы вы, не дай бог, не узнали об этом. Сейчас он как-то более ужаленным себя, кстати, нестабильным ощущает. По сравнению с тем, что именно испытывал в момент расставания. Я говорю, вот в момент расставания у него было ощущение освобождения, и вот типа все идет правильно. Сейчас он уже немножко не так думает, а именно ощущает, что хочет узнать информацию о вас, следить. Вот так. То есть привязка-то есть еще. Просто он всеми силами не хотел бы ее показывать. Насколько этот человек по вам скучает? 8 пентаклей. Но опять же, вы знаете, человек старается отвлекаться, допустим, на работу, на какие-то свои увлечения, на другое общение. Но человек, опять же, как будто хочет об вас что-то узнать. То есть следит, узнает, вызнает информацию. То есть вот так, чтобы остаться совсем как сказать, в информационном вакууме, что совсем ничего об вас не узнать, он тоже не может. Но и сказать, что он скучает, я до конца не могу здесь. Будете ли вы еще вместе? 5 мечей. Нет.
Скорее нет, чем да, потому что вы можете стать даже какими-то врагами. Делать друг другу из-под-тишка не очень хорошие вещи или говорить друг о друге плохо. Вот сказать, что вы будете еще вместе, очень трудно. Вы скорее, вот я говорю, какие-то противопоставленные друг другу люди, враги. Нелестные отзывы, сплетни вокруг вас. Может быть, кто-то порицает этого человека за то, что вы расстались, или он вел себя как-то, мол, неправильно в отношениях, или что, но даже есть, возможно, люди, которые там на вашей стороне его порицают, этого человека. И обстановка может в будущем накаляться между вами, да, что, конечно, когда нелестные отзывы идут, и такой человек может, сердиться из-за этого. Но я не могу тут пока по картам сказать, что прям есть четко шанс, что вы восстановите эти отношения. Да и учитывая, что у вас смерть на чувствах, я бы вам и не советовала этого делать, потому что у вас уже есть шанс освободиться от зависимости от этого человека. И раз чувства отмирают, пусть они и продолжают отмирать. Вот. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Идем дальше. Позиция номер 3. Аметист кварц. И первая карта — это ваши чувства к этому человеку. Король жезлов. Я бы сказала, что вы этого человека очень хорошо воспринимаете. Возможно, вы любите этого человека сейчас и надеетесь на него. Но есть другой вариант. Если вы женщина, то, что у вас есть другой мужчина на примете. А если вы мужчина, то, что вы ревнуете эту женщину, потому что у нее есть другой мужчина. То есть вот король жезлов и на это может намекать, на ревность. Но в любом случае часто эта карта показывает именно чувства. И часто говорит и о страсти, и о любви, и о привязанности глубокой, и об ответственности, и о серьезном отношении к человеку, на самом деле. Хорошо. Давайте посмотрим, а что этот человек вам чувствует на сегодняшний день. Здесь у нас шут. Шут показывает увлеченность. Шут показывает, что человек за вами наблюдает. Но о серьезном отношении карта не говорит. Карта говорит о симпатии, карта говорит об увлеченности, но не о серьезной любви. Вот у вас может быть серьезная любовь или ревность, а у человека, скорее увлечение, чувства такие вот поверхностные. С другой же стороны, этот человек и не выпускает вас из вида. Вот понимаете? И может даже думает о новом шансе. Интересно. А вот какие чувства у человека были внутри, вообще реакция его на то, что вы расстались, в момент расставания? 9 пентаклей. Гордыня. Какая-то именно гордыня этого человека заедала. Внутреннее такое вот как разделение вас и его. И главное не показать каких-то внутренних переживаний. Внутренние переживания были, но ни за что не хочу их показывать. Вот так прям. Какая-то гордыня. Именно вот знаете, такое состояние ужаленности какой-то. Вот как будто зацепились за что-то, как за чувство собственного достоинства. А что сейчас человек чувствует по поводу вашего расставания? Королева мечей. Считает, что вы к нему холодны и злы. Считает, что вы ему за что-то отомстили. Есть тоже такое чувство ужаленности. Желание поквитаться даже, может быть. Или человек видит напрямую конкурента или конкурентку перед собой. Все зависит от пола этого человека. Ревность. Скучает ли этот человек по вам? Да. 9 мечей говорит, ужасно скучает. Этот человек на самом деле очень сильно скучает и все время думает о вас. И, как я говорила, да, по шуту следит. Но скорее это какая-то, знаете, тоже вот у этого человека от вас зависимость, потребность. Сказать, что это прям сильная любовь, я тоже не могу, да, серьезное чувство. Скорее, сам человек является сильно безответственным в жизни по сравнению с вами.
или не совсем серьезным в жизни по сравнению с вами, не реализованным, может быть, вот так. Но скучает ужасно. А будут ли у вас с этим человеком еще отношения в будущем? Императрица. Вот смотрите, карта показывает, что возможно. Но, опять же, если у человека, это, допустим, мужчина, и у него уже есть другая женщина, она всегда будет стоять между вами, как конкурентка, и как соперница может стоять несколько лет между вами. Но у вас могут быть отношения снова. А если вы женщина, наоборот, если вы мужчина, а гадаете на женщину, то у вас может и с этой женщиной быть продолжение, но у вас есть шанс создать серьезные другие отношения и с другой женщиной. Вот так. То есть вот тут такие вот варианты. Но в целом я бы сказала, что императрица говорит о продолжении отношений в будущем. Что такое возможно. Ну, вот такой интересный ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!